В нашей школе все превратились в зомби. Парень, ты знаешь, что тебе грозит за приколы, звоня на эту линию? Это не прикол. «Мы все мертвы» — это последняя работа южнокорейской кинокомпании, которая подарила миру поезд в Пусан. Сериал о вспышке, превращающей людей в зомби, действия которого разворачиваются в классах, а также коридорах и лестничных площадках многоэтажной средней школы. «Мы все мертвы» не стесняется штампов и клише и обрушивает жестокую и, кажется, бесконечную атаку быстро бегущих зомби на несчастных учеников школы. Сериал местами умен, местами захватывающий и местами немного утомляет. Сюжет первого сезона разворачивается в течение 12 очень плотно упакованных серий, каждая из которых идет по 60 минут. В сериале «Мы все мертвы» очень много зомби и ужасов, и лучше всего его смотреть частями, а не весь сериал за один присест. И все потому, что после 2-3 серий вы себе скажете, особенно являясь поклонником данного жанра: «Вау, это очень круто, хочу еще, еще и еще», но после 8-9 серии будете чувствовать пресыщение от всех этих оторванных кровоточащих конечностей и скрежета зубов. Мне кажется, нужно давать себе передышку в просмотре этого сериала. Важный момент сериала «Мы все мертвы» — это то, что он не торопится менять место нахождения главных героев, иногда целую серию занимает то, чтобы пройти всего 20 шагов. В этой истории, растянутой на 12 часовых серий, можно было бы многие вещи сократить, а некоторые вычленить и выбросить, такие как, к примеру, параллельные истории с основной сюжетной линией, которые рассказывают о других выживших после вспышки зомби-апокалипсиса за пределами школы, но в целом плюсы перевешивают минусы. Самая захватывающая часть большинства фильмов о зомби — это сокрушительное падение общества и цивилизации, и здесь в сериале «Мы все мертвы» этому уделено наибольшее внимание. Каждая критическая ситуация, с которой сталкиваются школьники, выглядит непосредственной, приземленной, реальной и обоснованной. Каждое решение, к которому эти ребята приходят, чтобы выбраться из сложившейся сложной ситуации, имеет смысл. Зомби-экшен «Мы все мертвы» впечатляет каждой серией, если опять же смотреть это не залпом. Широкие кадры толп и хаоса, массовые драки и эмоциональные, а также физически истощающие наших главных героев события. Помимо всего прочего, есть поразительная игра тела или отличные спецэффекты, когда тела зомби изгибаются ужасным и неестественным способом, напоминающие сцены из фильмов ужасов, такие как «6 демонов Эмили Роуз». И на протяжении всей этой бойни два главных персонажа, мужской и женский, они играют друзей с детского сада, и где по всем законам жанра мальчику нравится девочка, а девочке, конечно же, нравится хулиган. Помимо зомби-апокалипсиса будет развиваться сюжет сложных взаимоотношений подростков в момент переходного возраста. Некоторые из других учеников в отряде выживших поначалу могут показаться картонными или деревянными, но потом уже к концу сезона становится понятно, зачем они были нужны, да и сериал проделывает хорошую работу, чтобы раскрыть их к концу сезона. Эта группа становится в каком-то смысле семьей, так как объединяется после пережитого насилия и жестокости, а также, пережив огромные потери, они чувствуют себя брошенными миром. Больше всего сериал «Мы все мертвы» проседает, когда отходит от центрального сюжета школы, и истории в других местах заканчиваются довольно плоско и предсказуемо. Наши вечно загнанные в угол и пойманные в ловушку главные герои перемещаются из классов на крыши домов, в горы и городские улицы в попытках найти хоть какое-то подходящее убежище, пока правительство решает, как же поступить. Скорее всего, ввести локдаун и всем сидеть 2 недели дома. Простите. В сериале «Мы все мертвы» часто переключается с кадра с учеников школы на их родителей, с родителей на полицейских и солдат, а также вставляются социальные комментарии. Один из ранее упомянутых плохишей, школьный хулиган, который нравится главной героине, постоянно преследует главных героев, что является, самой утомительной частью сериала. Еще одной положительной частью сериала «Мы все мертвы» является идея полузомби. Когда иммунитет не дает до конца превратиться в зомби, человек становится средним звеном между живыми и мертвыми. Сериал «Мы все мертвы» не предлагает ничего совершенно нового в жанре зомби-экшена, апокалипсиса, кроме своей постоянной жестокости и насилия, что любителям подобного кино и сериалов
придется по вкусу. Сама история, конечно, немного затянута, некоторые сюжеты, выходящие за рамки школы, можно смело сказать, что они лишние, но те эмоции, которые сериал создает и дарит зрителю, их в достаточном количестве, чтобы заставить смотрящего переживать, и острые ощущения редко когда пропадают. Но, как уже было сказано ранее, нужно обязательно делать перерывы в просмотре. После 3 серий это будет золотой серединой, и сериал раскроется в идеальной форме. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, пишите в комментариях, что вы думаете о сериале «Мы все мертвы». А на этом все, спасибо за просмотр, до встречи, пока.